знаете, когда ко мне позвонили из фонда и предложили выступить, я летела сюда, я стала готовиться и поняла в один момент, что, оказывается, я никогда не делилась своей историей жизни и думала, как я буду делиться и как это все произойдет. Работая столько историей с женщинами, мне самой не приходилось этого делать. И вы сегодня все будете слушателями, с кем я впервые хочу поделиться этим. Спасибо организаторам, что именно сегодня они на второй день поставили наше выступление. Почему? Потому что за 2 дня мы стали ближе и намного роднее. И эта атмосфера, она стала теплее для нас. Несколько лет назад я не представляла, что моя жизнь может круто измениться. Я работала методистом в детском саду, и мы как-то с женщинами, группой женщин, пошли на встречу с депутатами. Там выступала женщина, она рассказывала о социальных программах, и мне тогда волновал вопрос, почему у нас в Актау нет психологического центра. Часто в своей работе мы сталкивались с тем, что родителям необходима и нужна психологическая помощь. Раз в неделю мы становились свидетелями, когда они ругались между собой, ругались со своими детьми, конфликтовали с нами, и порой казалось, что им не хватает знаний, как воспитывать своих детей. Когда я задала вопрос, я услышала ответ. Государственного учреждения по оказанию психологической помощи у нас нет, но вы можете открыть как общественная неправительственная организация. Такие слова, как общественная, неправительственная организация, я слышала впервые и не понимала, о чем это. Я даже не запомнила ни имени, ни данные этой женщины, но ответ меня так обрадовал и обнадежил, и почему-то сразу всплывали фрагменты далекой студенческой молодости. Когда-то в 1991 году мы, выпускницы, студенты факультета педагогики и психологии, делились между собой и говорили, кем я буду в будущем. Тогда я записала свою мечту. Я буду помогать людям. Когда человеку будет плохо, трудно, он может прийти в психологический центр и получить помощь. Но вы ведь понимаете, это была лишь всего мечта. А девичья мечта, она как птица. Ее спугнешь, она спорхнет и улетит. Так и получилось у меня, только запись осталась в блокноте. Но после того момента, после этой встречи, когда я услышала про возможность открыть свою собственную организацию, меня как будто бы подменили. Я ходила на работу и все думала об этом. Это ведь мечта моей молодости, она как навязчивая мысль, не давала мне покоя. Пугали вопросами, в голове происходили вопросы, как ты хочешь бросить то, что уже все есть, работа, налаженный график, дела, документы, авторитет среди коллег и сотрудников. И вообще, открою я такую организацию или нет, ведь мне еще надо решать и житейские проблемы, оплачивать съемную квартиру. Но все-таки я ловилась на том, что я думаю об этом, и мне хочется открыть такой центр, но я ничего не предпринимала. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Правильно говорят в народе. У меня была обыкновенная семья. Муж, дети, работа, быт. И вот из таких обычных дней все рухнуло. Я узнала, что мой муж наркоман. И как это произошло в моей семье? Почему это произошло с ним? Как он стал таким? Когда я упустила момент, не обратила внимания на это? Эти вопросы я часто задавала себе. Мы продолжали с ним жить. И в первую очередь мне хотелось помочь выйти ему из этого. Поменяли очень много места жительства, чтобы сменить обстановку, круг друзей. Лечились, было много обещаний. Он везде находил своих единомышленников, и все возвращалось вновь. Каждый раз я думала, что будет лучше. Нет, с каждым годом все становилось все хуже и хуже. И трещина непонимания между нами только росла. Дошло до того,
что и дети стали для него обузой. Его вечный упрек угнетал меня. Зачем тебе надо было рожать третьего ребенка? Самого замечательного, красивого ребенка для меня. И его недовольные претензии: «Я устал от вас, вы мне все надоели, я устал работать», перерастали в ругань, в конфликты, в драки с очередным синяком на моем лице и душевной раной. Это был самый тяжелый период в моей жизни. Прожив столько лет вместе, когда ты хочешь наладить быт, поднять вместе детей, а тебя сковывает только отчуждение, непонимание, нелюбовь, бессилие, когда тебя физически уничтожают, и безысходность. Однажды дошло до того, угрожая мне ножом, он, пригрозив убить меня, он выкинул меня на улицу как ненужную вещь. Мне было тогда так больно, не от того, что он избил меня, даже слезы не было на моем лице. Мне было стыдно перед своими детьми. Что они видят? Они не заслуживали это несчастное детство. Они не заслуживали видеть постоянные драки родителей. Я шла, я не знала, куда мне идти, но уже точно знала, что жить так и не хочу. И в этот момент мне так хотелось, чтобы рядом оказались люди, которые поймут меня, примут, обнимут и просто почувствовать это человеческое тепло и доброту. Куда мне идти? Я ведь понимала, что таких, как я, женщин очень много, что они не живут полноценной жизнью, они просто существуют. Это, наверное, был самое такое поворотное событие, поворотный момент в моей жизни, когда я уже точно решилась создать такой центр, чтобы люди в трудной жизненной ситуации могли прийти туда, обратиться и получить помощь. Как это делать? Спасибо Гуглу, находилась информация, но я все равно в этом ничего не понимала. Я все-таки отыскала эту женщину, которая выступала социальными программами. Это была руководитель гражданского альянса Жаксугуль Махамбетова, и их работа связана с оказанием поддержки молодым НПО. 4 раза я подавала документы, и 4 раза приходил мне отказ в регистрации организации. Моя семья уже не поддерживала меня. Они косо на меня смотрели и просили, уговаривали заняться нормальным поиском работы. Но в этот момент меня захватила лихорадка. У меня были сильные внутренние убеждения. Я должна открыть этот центр и точка. Я вновь правила документы, настойчиво подходила к консультантам и говорила: вы, наверное, от меня устали, но скажите, где мои ошибки? И все-таки я добилась. Направление своей организации мне не надо было сидеть и гадать. Это будет центр для жертв бытового насилия. До этого, не занимаясь общественной работой, мне приходилось многому учиться. Я не пропускала ни одного обучающего семинара в городе. Подходит оно, не подходит мне. Мне было интересно все. Да, приходилось очень много работать. По ночам писать заявки за заявками, гранты за грантами, чтобы тебя узнали, чтобы тебе поверили. Быть универсальным специалистом в одном лице и руководителем, и дизайнером, и координатором, а главное – быть консультантом. Вначале у меня был страх, ко мне никто не придет. У нас же менталитет такой – не выноси ссоры из избы. Но все-таки люди потянулись. И первым, кто пришел, это был мужчина. А есть же такое поверье, когда приходит мужчина, все приходит к успеху. Я помню все консультации, все истории тех женщин, которые обращались ко мне. И вы знаете, когда я их слушала, у меня внутри все переворачивалось.
Все истории были похожи на мою, как будто из-под копирки. Я смотрела на плачущую женщину, и мне было так знакома ее боль. Я представляла себя на ее месте, и мне хотелось ей так помочь прямо сейчас и сегодня. Каждый раз я благодарю Всевышнего, что Он в нужный момент направляет мне отзывчивых, добрых людей, профессионалов своего дела с большой буквы. Часто вечерами я сидела и делилась с сыном. Смотри, в Алматы есть кризисный центр «Подруги». У них такой широкий размах, колоссальный опыт. Я так хочу с ними познакомиться, но, наверное, это останется мечтой. Кто я, где они? Но вот однажды зазвонил телефон, и со мной хотела познакомиться Надежда Гладарь. И вы знаете, это была руководитель кризисного центра «Подруги». Сколько было радости и счастья! Я и не представляла, что они обратят внимание на мою организацию. 2 года совместной работы. Я получила огромный опыт с жертвами, женщинами бытового насилия. Узнала многое о работе кризисного центра. И до сих пор наше сотрудничество продолжается. Но главное, мы обе видели суть нашей проблемы. Это отсутствие временного укрытия. Когда жертва, пусть это будет женщина, мужчина, ребенок, пожилой или больной человек, оказавшись на улице, когда его нигде не примут, никто не поймет, может прийти в такое безопасное место. Мы все знаем простую истину. Когда ты делаешь добро, оно обязательно возвращается добром. Так и получилось. В августе прошлого года я участвовала в конкурсе благотворительных проектов от Самрук Казна Траст. И мы его выиграли. При поддержке областного акимата у нас в Актау открылся первый кризисный центр с приютом для жертв бытового насилия «Дом Надежды». Наша миссия – это протянуть руку вовремя, по возможности, не разрушая семью, дать обучение женщине, помочь трудоустроиться, оказать социальную, правовую, психологическую помощь, а потом, покидая наш приют, научиться жить самостоятельно. У нас было много случаев, но помню, был случай, когда нам пришлось даже спасать семью от трагедии. Как-то мы уже собирались домой, и к нам пришел полицейский, привел супружескую пару. У них гражданский брак, маленькая девочка. Муж на долгое время уехал на заработки, и он услышал, что его жена вновь собралась замуж. Он к ней с ножом, чтобы смыть позор кровью. Даже в полицейском участке их не могли угомонить и успокоить. Тогда кому-то из полицейских пришла замечательная, счастливая даже мысль привести их к нам в кризисный центр. Мы долго с ними беседовали, они успокоились, ушли. И вот, когда мы уже вышли, было поздно, смотрим, на лавочке сидят и целуются наши муж и жена. Вот, не получилось у нас в Актау новых отелей Дездемоны. Таких случаев очень много, и уже нашему кризисному центру еще нету года, как бы сказать, год работы, но сейчас уже многим людям оказывается помощь специалистов, это выход из кризисной ситуации. Более 40 женщин и 25 детей получили безопасное место в нашем приюте. Круглосуточно работает телефон доверия. Особенно таких звонков и обращений становится больше ночью, в выходные дни после пятницы и праздничные дни. Но вы знаете, я даже номер этого телефона доверия переадресовала в свой мобильный телефон. Это не для того, чтобы контролировать процесс, наверное, работу специалиста, могут некоторые так понять. Нет, это очень просто удобно. Даже сегодня, находясь здесь, я только вчера получила уже 3 звонка, где приходится решать сразу на месте, когда тебе звонит женщина и просит о помощи. В это время это удобство заключается в том, что я звоню к своим специалистам и говорю: сейчас подойдет такая-то женщина,
обрисовываю проблему и говорю, какие документы, куда надо звонить уже в направлении работы, чтобы она, находясь в нашем приюте, уже смогла сейчас же моментально получать эту помощь и пошли действия в различные государственные органы. Вы знаете, мои специалисты – это молодые партнеры, это молодые люди, которые пришли ко мне, и некоторые из них были же сами те обращенцы, которые когда-то обратились ко мне в Центр Рай. Я видела их горящие глаза, и вместе с ними, как говорила нам Алена, мы сидим и создаем такие идеи, как «Добрая суббота». Сами, будучи, нуждаясь в помощи, сами даем через добрые ярмарки людям, нуждающие одеждой, вещами, привлекая этим самым других людей, которые хотят помочь, которые хотят участвовать в этом деле. В последнее время я часто стала задумываться. Делом, которым я сейчас занимаюсь, вот это моя стезя. 22 года я шла к своей девичьей мечте. В свое время я не смогла сохранить свой брак, о чем я очень сожалею. Но каждый из нас сделал свой выбор. Но если бы тогда были бы такие центры, наверное, все было бы по-другому. И всем нам стоит обращать внимание, когда человек в беде, вовремя помочь ему выйти из этого, быть добрее, внимательнее друг к другу, милосерднее. Тогда можно спасти очень много судеб. Как специалист кризисного центра я хочу поделиться личным опытом, потому что я верю, потому что я знаю. Когда у вас все плохо и вы в депрессии, займитесь благотворительностью, помогите тем, кто рядом, кто нуждается. Это изменит вашу жизнь. Спасибо.